Распоряжением Кабинета министров Чувашской Республики от 5 апреля 2018 года номер 221 был утвержден план основных мероприятий по увековечению памяти выдающегося государственного и партийного деятеля Чувашской Республики, участника Великой Отечественной войны, почетного гражданина города Чебоксары Прокопьева Ильи Павловича. И вот в рамках выполнения этого плана мероприятия Госархивом была начата работа по выявлению документов в фондах нашего государственного архива, так как мы бывший партийный архив, документов у нас достаточно много. И Илья Павлович Прокопьев в свое время сдал нам документы личного происхождения, то есть свои личные документы. В общем, работа эта была начата еще в конце 2018 года. И вот на сегодняшний момент этот сборник готов, издан, отпечатан, и сегодня мы его презентуем. Но прежде чем предоставить слово своим сотрудникам для презентации сборника, я бы хотела показать фильм, документальный фильм, который был подготовлен в прошлом году в рамках столетия чувашской автономии. В фильме были использованы документы держателей личных фондов, которые хранятся у нас, и именно использованы материалы которых использованы были политических деятелей, выдающихся людей нашей республики. Фильм называется «Герой эпохи». Как построить в чистом поле завод, который будет производить уникальную технику для всей страны? Как переселить десятки тысяч человек из ветхих бараков в комфортабельные многоэтажные дома? Как взлететь, но остаться человеком дела? Эти люди не просто определили свое время. Они создавали эпоху. Они заложили фундамент развития на десятилетия вперед. Они открытые, преданные своему делу и по-настоящему влюбленные в свою родину. Государственный архив современной истории Чувашской Республики. Здесь хранятся уникальные документы по социально-политической истории республики. Изучая эти документы, можно не просто понять определенные этапы становления Чувашии, узнать, почему были приняты те или иные решения, но буквально прикоснуться к истории, стать ее частью. Дополняют эти документы материалы из личных фондов государственных и общественных деятелей Госархива, определивших вектор развития региона. И целый век истории республики становится по-настоящему близким и понятным. Петров Сергей Порфирьевич, партийный деятель, секретарь Чувашского обкома ВКПБ, награжден орденом Ленина. Его именем названа улица в Чебоксарах. 24 июня 1920 год. Выходит декрет Всероссийского Центрального исполнительного комитета за подписью Владимира Ленина об образовании Чувашской автономной области. Первые годы советского государства для республики были очень тяжелыми и трагичными. Страшный голод, последовавшее за ним и жестоко подавленное восстание крестьян. Это время сопровождалось и борьбой за власть. После создания Чувашской областной партийной организации Чувашская автономия у нас была постоянная чехарда в руководстве обкома партии, а значит, среди руководителей Чувашии за 6 месяцев сменилось 7 руководителей Чувашии. Чувашское национальное движение четко прослеживалось две линии – симбирская и казанская. Еще со времен Яковлева Яковлев представлял симбирское направление, Никольский – казанское направление. Надо сказать, что два наших выдающихся просветителя не очень между собой не контактировали. Эта борьба сохранилась и после революции, только уже с другими лидерами. В это время уроженца села Аттиково Чебоксарского уезда, сейчас это Козловский район, Сергея Петрова, вызывают в Москву. Перед этим он успел отличиться в Самарской губернии, занимая должность политического комиссара в продовольственных отрядах. Это те самые отряды, которые насильственно изымали хлеб у крестьян. В столице Сергею Порфирьевичу предлагают возглавить партийное руководство Чувашии. Расчет Москвы прост.
Петров чуваш, знает специфику, язык, но при этом не связан никакими узами с местными кланами. И по приезду на родину ему удается быстро навести порядок. За 11 лет, пока Сергей Порфирьевич занимал пост ответственного секретаря Чувашского областного комитета, произошли события, которые навсегда оставили след в истории и отразились на дальнейшем развитии республики. Коллективизация, индустриализация и культурная революция. В Чувашии, конечно, во главе всех этих процессов стоял Петров. Не надо все сводить к Петрову. Безусловно, там в реализации этих задач, которые шли из Москвы, участвовал вся партийная организация Чувашии, все население, но руководил всеми этими процессами Сергей Порфирьевич Петров. В эти годы Чувашия совершила мощнейший рывок и стала уже не только аграрной, но и индустриальной. Появились фабрики, комбинаты, заводы. Объем промышленного производства увеличился в 7 раз. Республика стала примером для всей страны по строительству дорог. Улучшилась и социальная сфера. Повысилось качество образования и здравоохранения. В 1937 году Петров был снят со своего поста первой партии. Значит, в 1939 году состоялся судебный процесс в Чувашии. И на скамье подсудимых оказалось 13 человек во главе с самим Сергеем Порфирьевичем. Причем вся верхушка Чувашии была арестована и подверглась репрессиям. Им инкриминировали, что они создали буржуазно-националистическую организацию Чувашии, которая занималась вредительством, систематически подрывала развитие экономики, социальной сферы Чувашии, выдвигала враждебные кадры для советской власти. Конечно, это были обвинения надуманные обвинения. Безусловно, Петров, сам создатель советской экономики и социальной сферы Чувашии, не мог этим заниматься. Первый приговор – расстрел. Позже был заменен на 10 лет лагерей. Петров Сергей Порфирьевич умер в заключении. Он был человеком своего времени, верил в то, что делает, и повторил судьбу почти большинства партийных руководителей того времени. Мартынов Григорий Алексеевич, государственный деятель, награжден орденами Трудового Красного Знамени, различными медалями. Коллективизацию, проходившую в 30-е годы, крестьяне Чувашии встретили в штыки, были волнения в разных районах. Успокаивать сельчан приходилось молодому заместителю комиссара земледелия Григорию Мартынову. По данным архивных документов, в его обязанности входила не только работа с людьми на земле, но и организация производства, развитие колхозов, подбор кадров. Мирную жизнь еще не окрепшего государства прервала Великая Отечественная война. Более 200 тысяч человек из Чувашии ушли на фронт. Половина не вернулась. На земле работали женщины и дети. Они в тылу ковали победу. Конечно, люди, победившие немецких захватчиков, надеялись, что жизнь быстро изменится. Ему удавалось как-то это совмещать, да? Жесткий стиль руководства, потому что были задания, государственные задания по выполнению тех же заготовок, зерна, особенно в 1946 году, да, засуха, выполнять государственные задания по поставке зерна надо было. А с другой стороны, нужно было не восстановить полностью общество против государства. В 50-е годы талантливый руководитель возглавляет близкое ему по духу Министерство сельского хозяйства. На эти годы приходится оттепель в сельском хозяйстве. Объем продукции достиг довоенного времени. В фондах архива сохранилось достаточно свидетельств, как Григорий Алексеевич прикладывал немало усилий, чтобы люди, работающие на земле, почувствовали свою значимость и ценность. Он был не только грамотным руководителем, но и талантливым агрономом, за плечами которого была знаменитая Тимирязевская академия. Он очень много внимания уделял агрономической науке, внедрению новых передовых методов ведения сельского хозяйства. Это испытания различных сортов, опыты по внедрению пшеницы. Да? До этого так широко пшеницу не культивировали в Чувашии. Да? Для многих крестьян это была новая культура, и особенно применение минеральных удобрений, как крестьяне называли, соли. То есть какие-то другие технологии использовались. Скородумов Николай Григорьевич,
Государственный деятель, спортивный организатор. Награжден орденами и медалями. Людей того времени отличала невероятная сила воли. Николай Скородумов тому яркий пример. Он не просто в сложные для республики годы развивал и популяризировал спортивный образ жизни, но и помогал ковать чемпионов. Нынешнее поколение даже представить не может, в каких условиях работали, в каких условиях формировали команды. А ведь выступали, и чемпионы были, и мастера спорта были, в каких условиях они занимались. И в таких условиях руководить и организовывать эту работу было крайне сложно. Активность Николая Григорьевича быстро приносила плоды. В годы его работы в Чувашии повсеместно открывались детские спортшколы и даже стадионы. Массовый спорт стал по-настоящему доступным. Он один из первых руководителей советской Чувашии, который взлетел очень высоко. В разные годы Николай Григорьевич был руководителем сборной СССР. В этом статусе выезжал не только на чемпионаты Европы и мира, но и на Олимпийские игры. Когда его слушаешь на совещаниях, выступлениях, это действительно убеждает, что действительно вот так надо, а не по-другому. И он умел агитировать вокруг себя, собрать людей, которые действительно такие же энтузиасты были, как он сам. Ислюков Семен Матвеевич – государственный, партийный и общественный деятель. Почетный гражданин города Чебоксары. Отмечен различными наградами. Его именем названа улица в Чебоксарах. Небывалый расцвет почти всех отраслей Чувашии пришелся именно на годы работы Семена Ислюкова. На многих крупных предприятиях, которые и сегодня являются гордостью республики, развернулись работы по реконструкции или расширению. Но венцом его стараний, конечно, стало строительство Чебоксарской ГЭС и флагмана российского тракторостроения завода промышленных тракторов. Как позже признался сам Семен Матвеевич, ради промтрактора он положил все свое здоровье. Меня, говорит, за что, говорит, ругают? Что завод промтрактор сюда потащил? А смотрите, говорит, какой сейчас завод стал. При жизни еще. Какой завод был, прекрасный завод. Сколько в республике людей трудоустраивается, сколько людей работает. Поэтому внимание его было очень такое к людям доброжелательное. Я даже не знаю, когда он голос повышал или не повышал. Семен Матвеевич думал не только о промышленном развитии республики, но и о культуре. Почти все главные театры Чувашии появились благодаря его упорству и настойчивости. Чувашский драматический театр, Русский драматический театр, театр оперы и балета. Также огромная заслуга Ислюкова в открытии Чувашского государственного университета. Как за несколько десятков лет Семену Матвеевичу удалось реализовать столько грандиозных проектов, представить сегодня трудно. При этом он был человек невероятной скромности и открытости. Он без шума, без крика, но сумел людей вот организовать. Я не знаю, откуда у него столько ума набралось. Может быть, действительно он Богом создан. Не знаю. Он очень за республику болел. Прокопьев Илья Павлович, государственный и партийный деятель, награжден орденами и медалями, почетный гражданин города Чебоксары. Заразительный успех Семена Ислюкова подхватил его ближайший соратник Илья Прокопьев, который Ислюкова называл своим главным партийным наставником. Они вместе, как тяжелая артиллерия, активно работали для развития Чебоксар и Чувашской республики. Они друг друга поддерживали, как-то вместе решали многие вопросы. Вот, но Илья Павлович, он более спокойный был. Тот круче был Ислюков. Я к обоим отношусь как к людям, которые действительно созданы были для руководства республикой. Илья Павлович продолжил наращивать промышленные объемы, осваивались новые мощности на химическом комбинате, электроаппаратном заводе, строились предприятия легкой и пищевой промышленности. Илья Прокопьев очень много внимания уделял развитию инфраструктуры, строились новые микрорайоны, активно застраивался Новочебоксарск. У Ильи Павловича был и звездный друг.
Николаев Андриан Григорьевич, чувашский сокол, космонавт номер 3, дважды Герой Советского Союза. О звездных подвигах Андриана Григорьевича известно много. Первый полет в космос длительностью 4 суток, первый групповой полет космических кораблей, первое нахождение в космическом корабле без скафандра и без привязи к креслу. Таких первых в биографии чувашского сокола очень много. Андриан Григорьевич немало подвигов совершил и на земле, не смотрел на чины и звания и старался помогать всем. То, что ГЭС стала Чебоксарской, а в новоюжном районе столицы республики до сих пор выпускают одни из лучших в мире бульдозеры, огромная заслуга и Николаева. Вместе со Слюковым они приложили много сил, обошли немало кабинетов, чтобы это случилось. Они ходили вместе на прием, где решалось эти вопросы, где нужно было получить подпись. Ну, например, тракторный завод, да? Или вот ГЭС. Это тоже немножко самое. Или другие какие-то вопросы, вот, решение каких-то других вопросов. Что-то всегда же есть вопросы, где надо решать в верхах. Где должен один большой руководитель, который наверху, там, на уровне, они должны подписать свои подписи. Вот этот подпись как раз решал Андриан своим авторитетом. Андриан Николаев, как депутат Верховного Совета СССР, дружил с Ильей Прокопьевым. Звездный сын Чувашии никогда не отказывал в помощи и всегда старался находить решения. И, конечно, все жители республики с невероятным трепетом относились к чувашскому соколу. То, что нужно было для такой республики, он сделал. И благодаря ему это конкретно, это все, это история, это его наследие. И не зря он этим, понимаете, это я вам могу. Он не говорил нет никогда. Там всегда подчеркивал чувашский народ, он очень трудолюбивый. Его вот земля из Комсомольского района пригласил Комсомольский район на встречу с районом. И вот, представляете, Южный район Комсомольский, да, вот весь район, начиная с самого Комсомольска до юга границы, по его маршруту, и люди стояли вот так встречали, только вот как после его первого полета в Москве, в Чебоксарах и вот в Комсомольске. Пугачев Иван Вениаминович, государственный и партийный деятель, награжден орденами и медалями. Все масштабные стройки той эпохи, Чебоксарский завод промышленных тракторов, ГЭС, химкомбинат Новочебоксарск были всесоюзными, ударными. В Чувашию приехали комсомольцы со всех уголков большой страны. Одним из главных комсомольцев республики был как раз Иван Пугачев. Как он сам отмечал в воспоминаниях, с ленинским комсомолом была связана большая часть его жизни. Очень общительного, эрудированного, готового помочь людям. Вот у него на лице было написано, что вот по его глазам видно, что он готов помочь любому человеку. Его открытость просто раскрепощала людей. Возможно, именно поэтому позже он принимал активное участие сразу в 3 избирательных кампаниях президента Чувашской республики. Валицкая Крета Лазаревна, партийный и государственный деятель, награждена орденом «Знак почета», почетный гражданин городов Ядрин, Чебоксары и Маргаушского района. Крета Валицкая тоже была ярким представителем комсомола. Не уступая мужчинам, сохраняя при этом женственность, она участвовала почти во всех комсомольских стройках Чувашии. Она отдавала всю себя вне зависимости от занимаемой должности. Многие коллеги и сегодня с теплотой о ней говорят. Я пришла к Крете на собеседование. Когда мы с ней беседовали, я поняла, что это человек, который любит людей. Потому что вот этого величия, которое вот некоторых руководителей чувствовалось, в ней не было. И со мной беседовала как будто бы 2 человека, которые долго-долго друг друга знали. Богатый опыт помогал Крете Лазаревне находить выход даже из самых сложных ситуаций. Она была мудрейшим руководителем, так как фонд собирали мы сами, колхозы, совхозы, уже не могли выплачивать нам деньгами. А у народа были, у безработных были земельные участки, сады, огороды, и мы как-то с ними сумели договариваться, и выплаты пособий доходили до того, что расплачивались с нашими безработными гражданами чуть ли не навозом. Талля Ольга Ивановна.
государственный и общественный деятель, награждена орденом Трудового Красного Знамени, медалями. Ольга Талля – удивительная женщина с уникальной биографией. Оставшись в детстве без отца с 4 младшими сестрами, она не только помогала матери вырастить и обеспечить их, но и получить образование самой и поспособствовала, чтобы и сестры стали дипломированными специалистами. Любовь к людям. Это продолжалось вообще и в ее работе. Ведь она была, если вот вспомнить 60-е годы, несколько лет министром социального обеспечения. И я очень хорошо помню, как ты зашла в ее приемную. Меня, конечно, поразило огромное количество людей в приемной, которых надо было принять, которым надо было помочь. Среди них было очень много еще инвалидов Великой Отечественной войны, участников, вдов, просто инвалидов. Это был, конечно, просто гигантский труд, и она никому не отказывала. Вся жизнь Ольги Ивановны – это забота и помощь обычным людям. Она стала первой, кто возглавил образованный по ее инициативе Чувашский республиканский совет по работе среди женщин и бессменно возглавляла его 20 лет. Очень много она дел имела с женщинами и пришла, видимо, к выводу, что пора браться за это движение, помогать женщинам. Вот. Тем более строился хлопчатобумажный комбинат, на котором тысячи женщин работали. Но по жизни она была просто настоящая женщина. Она не раз встречалась с Валентиной Терешковой, которая возглавляла Совет женщин страны. Встречалась с передовиками производства, всеми силами пыталась улучшить труд женщин. Старалась вникать в проблемы матерей-одиночек и в простые бытовые вопросы. Потому что она считала, что женщины должны быть наравне с мужчинами, активными, в том числе и в политической жизни нашей страны. Вот этому она уделяла, будучи сама такой смелой, решительной, волевой. И она прикладывала немало усилий, чтобы остальные тоже женщины. Эти люди своими решительными действиями навсегда вписали свои имена в историю Чувашии. За их плечами огромный опыт и большая работа над собой. Они были готовы действовать здесь и сейчас, умели добиваться результатов. Такой фильм был подготовлен в прошлом году. Как я уже сказала, что мы использовали документы из личных фондов. Все личные фонды вот этих вот выдающихся людей хранятся у нас в Государственном архиве. Для чего показали? Для того, чтобы и вас заинтересовать, тоже передать к нам свои личные фонды. Мы планируем, конечно, на этом не останавливаться. Этот год у нас тоже, да, науки и технологии, у нас тоже хранятся документы научных деятелей, выдающихся людей, поэтому мы планируем серию фильмов дальше продолжить. На сегодняшний момент у нас в архиве имеется 68 личных фондов разных людей, разной деятельности. Ну, а сейчас я хочу предоставить слово своим сотрудникам для презентации сборника Илья Павлович Прокопьев, государственный партийный деятель Чувашской республики, начальник отдела публикации Людмила Игоревна Васильева. Добрый день, уважаемые гости. Разрешите представить вашему вниманию сборник документов, подготовленный к 95-летию со дня рождения Ильи Павловича Прокопьева, участника Великой Отечественной войны, государственного и партийного деятеля, кандидата экономических наук, профессора, члена Союза писателей России. Документы данного сборника хорошо отражают деятельность Ильи Павловича во главе Чувашской республики, а также содержат ценную информацию по социально-экономической и культурной истории республики за 1963-1988 года. Илья Павлович Прокопьев был выдающимся государственным и общественным деятелем Чувашии второй половины XX века, чей жизненный путь был образцом для гражданина советской эпохи. Родившись в бедной крестьянской семье, он 17-летним юношей был призван на защиту Отечества. Реализуя природное трудолюбие, прошел все ступени образования, от сельской школы до аспирантуры при академии,
заняв высокий должностной пост, максимально полно использовал полученные знания. Незаурядный ум для работы на благо родной республики и ее народа. Будучи в преклонных годах, до последних лет жизни вел общественную деятельность и работал с людьми. Презентуемое издание «Прокопьев. Государственный и партийный деятель Чувашской Республики» представляет собой сборник документов о работе Ильи Павловича Прокопьева на должности одного из руководителей Чувашской Республики. Все публикуемые документы извлечены из фонда Чувашского республиканского комитета Коммунистической партии РСФСР, хранящегося в Государственном архиве современной истории Чувашской Республики, в котором отложились документальные материалы Чувашского обкома КПСС за весь период его деятельности, в том числе за время работы в нем Ильи Павловича Прокопьева. С 1958 года по 1961 год и с 1963 года по 1988 год. Сохранившийся документальный массив представляется огромным даже за последние указанные годы. В рамках настоящего издания публикуются материалы за 25 лет, с января 1963 года по октябрь 1988 год, от одного до нескольких документов за каждый год. Соответственно, книга разбита на два раздела. В первый раздел вошли документы за 1963-1973 год, когда Прокопьев занимал пост секретаря Чувашского обкома. Во второй раздел за 1974-1988 год, когда он работал первым секретарем. Особо стоит отметить тот факт, что многие документы сборника на протяжении нескольких десятилетий хранились в Госархиве под грифом «Секретно». Доступ к ним был ограничен. К моменту публикации сборника все материалы, помещенные в издание, были рассекречены. В сборник включались источники, которые по признаку делятся на две основные группы. Первая группа документов – документы, созданные секретариатом обкома в связи с избранием Ильи Павловича на должности или освобождением от них, а также награждением за заслуги. Вторая группа документов, написанные лично им или по его распоряжению, о чем свидетельствует в том числе его личная подпись на документах. Документы последней группы сохранились в архивном фонде в большом количестве, поэтому для издания они отбирались по ряду критериев. Прежде всего, по признаку полноты информации о направлении деятельности Прокопьева или тех событиях, в связи с которыми был создан документ. Всего для публикации отобрано 104 документа. Оформление издания, передача текста публикуемых документов выполнено в соответствии с требованиями современной археографии к эдиции источников XX века, с учетом особенностей происхождения последних. При необходимости публикуемые документы снабжались примечаниями или комментариями. Первые обозначены буквенной сноской и помещены под строкой. В них указаны поздние правки текста, присутствующие в оригинале. Пояснено значение слов. Вторые обозначены цифровой сноской и помещены сразу после основного раздела сборника. Сборник снабжен указателями, именным, географическим, предприятий и учреждений, а также списком аббревиатур и сокращений, названий административно-территориальных единиц, государственных и партийных учреждений, предприятий, встречающихся в документах. В последнем указателе информация сгруппирована по географическим пунктам. Характеризуя документы сборника как исторический источник, отметим кратко некоторые из них. Прежде всего документы, в частности протоколы и стенограммы, отражающие служебную деятельность Ильи Павловича, его избрание секретарем обкома в 1963 году и переизбрание в последующие годы на эту же должность, определение должностных обязанностей на указанном посту, направление на переподготовку в высшую партийную школу, избрание на пост первого секретаря обкома в 1974 году и уход с него на заслуженный отдых в 1988 году. В ряде публикуемых документов получила отражение деятельность Ильи Павловича Прокопьева по преодолению различных экономических, социальных, культурных проблем, прямо связанных с развитием Чувашской АССР или выполнением задач, поставленных перед республикой правительством СССР. В условиях строго централизованной советской государственной системы решение этих вопросов во многом зависело от находящихся в Москве высших партийных инстанций, с которыми республиканские руководители были вынуждены вести переписку по многим вопросам. Поэтому организационная деятельность Прокопьева получила отражение прежде всего в письмах, направленных в высокие московские инстанции, а также в некоторых подготовленных справочных документах.
Названные материалы свидетельствуют о том, что в 1963-1973 годах Илья Павлович, будучи секретарем обкома, курировавшим идеологию и работу образовательных учреждений, ходатайствовал в столице о проведении работ по дублированию фильмов на чувашский язык, необходимости издания в республике новых районных газет, расширении сектора экономики Чувашского научно-исследовательского института. В сборник также включены письма, отражающие ходатайство Прокопьева по открытию в Чебоксарах Чувашского государственного университета, последующему расширению его инфраструктуры и контингента студентов. В 1973 году Илья Павлович ходатайствовал перед Министерством высшего и среднего специального образования СССР о зачислении студентов-заочников из Чебоксар, не имевших возможности для обучения в другие города, во Всесоюзный заочный политехнический институт. В том же году он выступил с инициативой об открытии в городе Алатырь филиала Чебоксарского электромеханического техникума. Все изложенное свидетельствует о том, что Прокопьев очень ответственно подходил к решению вопросов, связанных с культурой и профессиональным образованием в Чувашии. Еще одна группа публикуемых писем отражает организационную деятельность Прокопьева на посту первого секретаря Чувашского обкома в 1974-1988 годах. В качестве примеров можно привести его ходатайство в ЦК КПСС и Совет министров СССР об ускорении строительства Чебоксарского завода промышленных тракторов и обеспечении транспортом его рабочих, а также письма, связанные с принятием мер по ускорению строительства Чебоксарской ЖЭС. Стоит сделать акцент и на документах, относящихся к мерам, предпринятым Прокопьевым по развитию города Чебоксара, среди которых можно выделить подписанное им представление Чувашского обкома ЦК КПСС от 20 мая 1982 года на награждение города Чебоксара орденом Трудового Красного Знамени. Письма соответствующие министерства и ведомства о строительстве в городе медсанчасти Чебоксарского электроаппаратного завода. Сохранение штатов профилактического кардиологического отделения Чебоксарского хлопчатобумажного комбината и так далее. Другие письма за 1974-1988 года касаются мер по выпуску городской газеты и строительству водозаборных сооружений в Новочебоксарске, выделению Чувашской АСР дополнительного объема природного газа, развитию в республике химиеводства, проведению отчета Чувашского драматического театра в Москве и многое другое. Еще одной группой документов, отражающих руководящую роль Ильи Павловича Прокопьева, являются протоколы и стенограммы с записью его речей. Многие такие выступления были связаны с мобилизацией коммунистов Чувашии, разработкой мер на выполнение задач, поставленных перед республикой высшими партийными органами страны, съездами КПСС, ЦК КПСС, а также изложенных в речах генеральных секретарей коммунистических партий. За 1963-1973 года часть публикуемых выступлений Прокопьева посвящена мерам по воспитанию молодежи и молодых коммунистов республики в духе официальной советской идеологии. Представлены сведения по организации экономического образования трудящихся. Выступление Прокопьева на 32-й областной партийной конференции 9 февраля 1966 года, председателем мандатной комиссии, которой он являлся. В одном из документов отражена роль Ильи Павловича в организации 4 марта 1970 года Чувашского республиканского отделения Общества советской и венгерской дружбы, первым председателем которого он был избран. За следующий период 1974-1988 года в сборник включены речи Прокопьева, которые направлены на принятие мер по обеспечению сельскохозяйственного производства в Чувашии, развитию железнодорожного транспорта в республике, ускорению строительства Чебоксарского завода промышленных тракторов, обеспечению должной поддержки ветеранов войны и труда, а также вовлечение их в общественную жизнь и многое другое. Многие характеризованные письма и речи Прокопьева имеют в своем содержании солидную фактологическую основу. В них содержательно представлены конкретные письма, конкретные примеры, цифры по тем вопросам, которые они касаются. В сборник также включены некоторые документы справочного характера, составленные по поручению Ильи Павловича для информационного обеспечения каких-либо вопросов. Это прежде всего справки и расчеты о численности специалистов с учеными степенями в учреждениях Чувашии, выпускников средних школ,
потребности на предприятиях работников с высшим образованием, составленная для обоснования необходимости открытия Чувашского государственного университета. Значительную группу документов сборника представляют собой так называемая информация и отчеты, подписанные Прокопьевым и посланные из Чувашского обкома в ЦК КПСС, со сведениями об исполнении в Чувашской АСР каких-либо решений высшего партийного и советского руководства, предпринятых мер по решению в республике экономических и социальных проблем. Часть таких материалов, прежде всего, за 1963-1973 года, касается различных направлений идеологических и воспитательной работы среди различных категорий населения, в частности верующих и молодежи. В информации представлены сведения о книжной торговле в республике, республиканской телевизионной студии, ведомственных газет, министерств и профсоюзов, чувашского самодеятельного искусства, состоянии футбольной команды Чебоксарского электроаппаратного завода и многом другом. В двух документах идет речь о связях Чувашской АСР и ее партийной организации с Венгерской Народной Республикой. Представлены документы, в которых речь идет о подготовке в Чувашской АСР выборах в Верховный Совет РСФСР, Чувашской АСР и местные советы трудящихся. Ряд публикуемых информаций, прежде всего за 1974-1988 года, касается состояния сельскохозяйственного, пищевого, промышленного производства в республике, развития подсобного хозяйства как на промышленных предприятиях, так и граждан. В нескольких информациях в одном отчете получили отражение меры, предпринимаемые руководством Чувашской АСР по борьбе с негативными явлениями в экономике и социальной сфере, характерными для 1980-х годов. Это борьба с загрязнением окружающей среды, преодоление недостатков в бытовом обслуживании населения и его обеспечении топливом, экономное расходование хлеба и хлебобулочных изделий, рациональное использование топливных ресурсов на предприятиях. В публикуемых документах также присутствует большое количество фактологической информации, затрагиваются как положительные, так и отрицательные стороны характеризуемой проблемы. Можно констатировать, что все документы настоящего сборника в совокупности своей хорошо отражают как деятельность Ильи Павловича Прокопьева во главе Чувашии, так и содержат ценную информацию по ее социально-экономической и культурной истории за последние 25 лет советской эпохи, с 1963 по 1988 года. В соответствии с этим сборник будет интересен широкому кругу читателей, интересующихся историей Чувашии. В завершении хотелось бы выразить слова благодарности нашим рецензентам: Ивану Ивановичу Бойко, историку, доктору исторических наук, профессору Чувашского государственного института гуманитарных наук, заслуженному деятелю науки Чувашской республики, и Алексею Валентиновичу Карпову, кандидату исторических наук, доценту Чувашского государственного университета имени Ильи Николаевича Ульянова. На этом у меня все. Спасибо за внимание. Первое слово я хочу предоставить Александру Алексеевичу, потому что без него мы бы сборник документов не подготовили. Можете с места говорить. Так, здравствуйте, уважаемые гости, уважаемые коллеги. Ну что ж, в современной исторической науке сформировалось целое направление, которое посвящено изучению деятельности отдельных личностей. Это направление развивается на федеральном уровне, скажем так, на общероссийском, и на современном, и на региональном уровне. Например, у нас в нашем совете изучались диссертации по деятельности отдельных личностей, осуществления государственных деятелей. И вот именно книга, составленная книга документов про Илью Павловича Прокопьева, она лежит именно в этой области. Она характеризует выдающихся деятелей Чувашской республики. Мы можем много говорить о советской власти и о положительных сторонах, и о негативных сторонах. Но одной из положительных сторон советской эпохи это было то, что эта эпоха она дала широкий простор выходцам из простого народа. Дала, скажем так, возможность выйти в люди, занять руководящие посты и так далее. И вот одним из таких выходцев из народа и был Илья Павлович. Вот. В нем отразилось что называется, все содержание советской эпохи, вся ее нелегкая история, это участие в войне и работа и так далее. Но что хочу сказать, как вот бывший преподаватель вуза, я там уже много лет работал в Чувашском государственном университете,
что в советское время, чтобы выбиться в люди, скажем так, стать начальником или кем, нужно было обязательно образование. Образование нужно было. И вот Илья Павлович значительную часть своей жизненных сил он потратил именно на получение образования. Сначала после школы пошел в педучилище, стал получать образование. Будучи в армии, совмещал службу с учебой, скажем так, в Хабаровском педагогическом институте заочно. И, будучи секретарем Калининского райкома, это по сути глава района. Он оставил эту должность, чтобы поехать учиться в академию, чтобы продолжить свое образование дальше. И вот именно благодаря немалой степени образовательной базе, которая у него есть, он стал тем, кем стал. Вот это вот должно быть примером для молодежи, которая, насколько я знаю, часто особо учиться не любит. Ну еще вот одна есть сторона такого явления, что, как сказать, тогда все это образование поощрялось. Ну представьте себе, человек служит в армии, а тогда служили несколько лет, не как сейчас, вот были достаточно жесткие условия службы. Василий Дмитриевич, мой учитель, рассказывал, какой был в армии сталинский так называемый устав, строгая дисциплина и так далее. Казалось бы, надо служить, а тут начальство разрешает солдату, простому молодому солдату, чтобы он учился. А сейчас, вот, когда к нам приезжают заводчики, почему вы там не учите, почему не приезжаете на занятия? Они говорят, вот начальство не пускает. Так оно и есть. Но тогда начальство не только пускало, и поощряло еще все это. Вот. Определенное только время там было такое. Ну, да. По крайней мере, я что-то застал. Маленький период, а вот. опять все закрыли. Потому что поощрялось это образование, отправили его в аспирантуру и так далее, все это по документам проходит. Но основное содержание, поскольку книга составлялась в архиве, основное содержание этого сборника, основное содержание книги, как я уже сказал, составили документы. Мы строили документы, которые, чтобы показать, подбирали документы так, чтобы показать назначение Ильи Павловича на различные должности и на его, скажем так, непосредственную деятельность. И вот содержание документов показывает, насколько ответственно Илья Павлович относился к своей задаче. Каждая речь, она сопровождалась там большой подготовкой. Посылались запросы в район, там собиралась информация и так далее. Там в каждой этой стенограмме есть материалы. Ну, как они готовились. Это и отчеты секретарей партии ячеек и так далее. Все это включалось в доклад. Поэтому документы получил отражение не только деятельности Ильи Павловича, а вообще вся социально-экономическая, политическая история Чувашской республики за те годы, когда он, что называется, работал в обкоме. Это, как уже было сказано, строительство предприятий и культурное развитие и все прочее. То есть Илья Павлович решал различные вопросы. Сначала он был секретарем по идеологии, и, соответственно, в документах, которые стали непосредственным результатом его деятельности, получили отражение культурного вопроса, открытие новых газет, открытие библиотек, ремонт клуба, скажем так, воспитательная работа среди молодежи, особенно среди сельских, потому что там градоцентралисту, лапелисту и еще что, все эти вопросы он решал и принимал по ним меры. И также, когда он стал фактическим руководителем республики, будучи первым секретарем обкома, получил отражение в его документах и строительство тракторного завода, и строительство и организация работы Чувашского государственного университета, и многое-многое другое. Поэтому этот сборник, он, скажем так, готовый материал, как по исследованию деятельности Ильи Павловича Прокопьева, как человека, как гражданина, как государственного деятеля, так и для изучения всей истории Чувашской республики того периода, о котором было уже сказано. Ну, спасибо за внимание. Спасибо, Александр Алексеевич. Вам спасибо большое за то, что направление деятельности было получено. Я хочу слово предоставить нашим рецензентам. Вы выразили уже благодарность, Людмила Игоревна, и от нас тоже большая благодарность. Иван Иванович, вам слово. Что-нибудь? Можно сидя? Можно, да. Ну, по-моему, хочется, во-первых, сказать большое спасибо коллегам из архива, которые вот создали такой сборник. Да? И, по-моему, в моей памяти такого не было еще. Чтобы вот, государственному партийному деятелю посвящен сборник документов, который бы отражал бы его деятельность, его жизнь. И это вот впервые. Это очень здорово. Но я думаю, это не последнее. Вот, между прочим, сразу, пока не забыл,
Семену Матвеевичу Светову, значит, он, по-моему, в 25 году 110 лет со дня рождения. Вот еще один хорошее начинание, так сказать. Нет, на самом деле, Василий Дмитриевич Дмитриев, наш учитель, вот Александр Васильевич вспоминал, вот он о Семене Матвеевиче с огромным уважением говорил, что действительно выдающийся был деятель такой государственной партии, который, конечно, достоин, в том числе и среди других, чтобы такой сборный документ. Вообще, конечно, такой сборник документов, он отражает не только деятельность конкретного человека, выдающего человека на высоких постах, секретарь, который отвечал за идеологическую работу, и первый секретарь, который руководитель республики был, реально. Но и всю жизнь республики, экономика, социальная сфера, культура, искусство профессиональное, кадры и так далее. Через обком, через партийные органы все проходили. И здесь ведь совершенно справедливо сказано, что вот достижения, они видны, которые строительство завода, промышленных тракторов, значит, Федоровский центр, ГЭС и так далее, да? Но все это же шло через очень большие трудности. Проблемы были там, связанные там, с производительностью труда, с снижением темпов роста экономики, с нехваткой денег, когда выделяли средства, но они не осваивались, привозились, закупались за валюту, закупалось оборудование, и оно стояло, не останавливалось. И во все, значит, сотрудники областного комитета партии должны были вникать и каким-то образом разрулить. И все получалось. И люди, вот такой яркий пример, который мы помним, но в 1976 году в Чебоксарах началась продажа мяса люди говорили по талонам, а руководители говорили по предварительным заказам. По-моему, как-то недолговидно звучало. А потом не только мясо, потом колбасные изделия, там виноводичи и так далее. И все это вызывало у людей недовольство, раздражение. И очень много зависело от руководителя. Возможно, это, если какое-то снижение, да, оно может быть очень резким или плавным. И здесь вот много зависит от руководства. Начиная от того, сумеет ли добыть там деньги, сумеет ли привести какие-то фонды, или опустит руки и пусть как будет, как и будет. Вот пример этих документов показывает, что Илья Павлович делал очень много, чтобы вот, недовольство каким-то образом минимизировать, чтобы люди действительно не чувствовали серьезный недостаток. Вот документ, вот, случайно, совершенно документ номер 48, пишет Илья Павлович вместе с заместителем Георгием Сидоровичем Сидоровым в Москву о, значит, увеличении приема на историческое отделение Чувашского госуниверситета. 25 человек принимают, они пишут мало, учителей не хватает, надо 50 человек. И пишут, что с 74-75 года я вступал в 76 году, но пока еще было 25 человек. Не удалось мне проскользнуть в более легкий. Но потом 50 человек, и через год, буквально в 77 году. Все-таки было. Было, да, добились они. Это, ну, не сразу делают, это же вся плановая экономика, пока... Сейчас их 20 нет, да. Вот. Конечно, открытие, не открытие в Новочебоксарске газеты. Ну, сейчас, пожалуйста, да, есть деньги, есть учитель. Да. Тогда надо было писать какой-то система. Такая система была, и не всегда можно сказать, что она была вот только симулятивной. Такого не бывает. Всегда есть и плюсы, всегда есть и минусы. И вот строили тракторный завод. Вот, помните, в 1979 году ЦК КПСС Брежнев на ноябрьском пленуме раскритиковал министерство торсировое и руководство завода, что они плохо осваивают средства, которые выделялись. И, конечно, это все же вот на руководство. На Ильи Павловича, на Ильи Прокопича, это все переживание мира. Домашние, наверное, знают, как это все переживалось, переносилось, да? Ну, а мы, рядовые,
значит, жители республики видели только, вот, ну, слышали, видели с трибун, из инактивов каких-то сидели. Он выступал, озадачивал, а за этим все, конечно, переживали. И я помню, в Москве, я учился в аспирантуре в Институте истории СССР, готовилась книга, обследования социологические проводились на заводе промышленных тракторов. И такая книга о коллективе, таком социальном развитии коллектива. Но после того, как Леонид Ильич сказал негативные слова, и книгу зарубили. Должны были издать в Москве, в издательстве наук. Ну, значит, руководитель государства раскритиковал партию. Какая, может быть, книга, так сказать, вот. Но очень много по развитию города. Стоит говорить, в 80-м году было принято 2 постановления. Постановление одно, сначала Совмина СССР, потом Совмина СССР, значит, развитие городского хозяйства Чебоксара. Огромный вклад, ведь эти вот затапливаемые районы, значит, города, территории, да, надо было переселять, надо было строить новые районы. И все это вот Илья Павлович, конечно, приложил непосредственно усилия. Не один он, конечно, все тут и город, и правительство, и все, но всегда так бывает, кто руководитель, кто все равно должен один. К нему шли, с ним советовались, он дописывал письма и так далее. Перестройка, тут вот эти пошли такие дела, критика, здесь уже приходилось держать удар, и было и тяжело, и иногда смешно было. Вот случай расскажу, Леонид Прокофьев рассказывал, когда, ну не только мне, там несколько человек, он рассказал случай, как вызывает Илья Павлович, ну, не знаю, приглашает, и говорит, Леонид Прокофьевич давно был на тракторном заводе, на той неделе, а там ну как? Да все, нормально работает. О чем мне из Москвы звонят, что там, что-то такое там, не знаю, говорит. Ну, поезжай-ка, разберись. Приехал туда на завод. Оказывается, был у нас в газете один человек, не буду называть его фамилию, занимал ответственную должность. Он был представителем, у нас был Леонид Ильич Тартас, да, эти были региональные представители. И вот он писал, так сказать, в Москву, ну, как и сейчас, сведения из регионов. Вот он приехал на тракторный, и там, а в одном большом цехе поставили станки, стали стоять, и до конца не поставили по участкам, они еще так стояли в разброд, и их передвигали туда. Он приходит, а что вы делаете? Какому-то юмористу рабочему. Так что, вон видишь, стены, трещины, разваливается цех. Как разваливается? Ну вон же. А начальство, что начальство? Вон, видишь, станки вытаскивают на цех, обвалиться может. А он быстрее в Москву, значит, сообщили, что вот, как перестроечные времена начались, можно было такое писать. И ну, таком его потом и Тартас исключил, так сказать, из своих предприятий. Случай такой был. Ну это вот, дай Бог, все это так окончилось. Но вот, чтобы еще, можно о многом говорить, здесь действительно каждый документ, за ним же, вот Александр Алексеевич правильно сказал, вот когда сидишь в архиве работаешь, вот просто протокол заседания актива или пленума какого-то, ну, к нему еще один том, да, еще 2 тома справа. Справа как инструкторы выезжали, работали из районов, из хозяйства отдельно. Все, то есть это на фундаментальной основе все эти документы. Говорили слова, так сказать. Вот. Они базировались, правильно сказано, совершенно, что здесь не на большом фактическом материале. Но как в качестве пожелания, вот, может быть, Семен Матвеевич будет сборник, да, вот, хотелось бы документы вот какого-то личного характера. Вот, письма, может быть, и деловые письма, да, между там записки какие-нибудь. Но я не знаю, что есть в фонде, да, и вот такие вот, не совсем официальные, полуофициальные, немножко вот показать лицо его. А так, в общем-то, я, так сказать, с легким сердцем был рецензентом, потому что я-то потом, уже когда Илья Павлович вышел на пенсию, я вот работал в институте, какие-то там обращался к нему с просьбами, звонил.
по энциклопедии, когда мы делали чувашскую энциклопедию, надо было что-то вот уточнить и узнать. Он охотно отвлекался, всегда вот, мы так как-то вот заочно знакомились и общались. Но я его так вот лично не знал, вот именно так все. А так с большим успехом у вас. Спасибо. Спасибо большое. Ну, уже после того, что мы сегодня увидели, услышали, сказали, в принципе, хочется здесь только два основных момента, конечно, подчеркнуть, уже как поколение новых, мы говорим, современных, более молодых исследователей. То, что, во-первых, конечно же, прежде всего, это похвалить сам архив и его работников за столь высокую работу проведенную. То есть мы в стенах находимся партийного архива, да, изначально документы здесь хранящиеся предназначались только для узкого избранного круга лиц, соответственно, и сам читальный зал, масштабы которые показывают, каков должен быть масштаб этих читателей максимум, да, соответственно. Но все эти документы, если они лежат мертвым грузом, да, они практически, можно сказать, никому не нужны и никакую пользу они не приносят. А вот только их, как мы говорим, введение в научный оборот, вот примером которого стал настоящий сборник, является наиболее таким ярким моментом того, насколько большую общественную историческую роль могут играть вот эти архивные документы в истории нашей страны, в истории республик, в истории предприятий. Потому что молодые люди, зачастую родившиеся совершенно недавно, они воспринимают, как все вот так и было. Вот я родился, тут все стояло, все росло, все функционировало, и все так должно быть, и еще лучше. На самом деле мы прекрасно понимаем, что за всеми этими событиями живой истории стоит многолетний труд, особенно если мы даже возьмем масштабы всего лишь столетия чувашской автономии, ее в историческом национальном государственном строительстве, и часть которого Илья Павлович Прокопьев, соответственно, принимал активное участие, масштабы этих изменений, конечно, они являются колоссальными. Колоссальными. Там вот самих данных есть там свыше 500 раз там показатели военные, предвоенные превысили. Это о чем говорят? Что отрасли и всего остального вообще практически не было. Все приходилось создавать с нуля. То есть, естественно, не ошибается тот, кто никто ничего не делает, и в этом процессе всегда есть свои плюсы, свои недостатки, минусы. И работа, конечно, она была соответствующим образом тоже. Масштабы потрясающие, потому что производство того же тракторного завода, там десятки тысяч человек, чуть ли не 20-30 тысяч человек работников. Это с нуля набрать вот этот трудовой коллектив, организовать, и всю эту еще инфраструктуру всего Новоюжного района с жилыми помещениями, детскими садами, школами, торговыми центрами, центрами обслуживания и всего остального, можно сказать, в городе Чебоксары, только на примере одного завода, вот мы говорим, это, конечно же, требует колоссальной работы. И, естественно, все это можно оценить только в процессе вот, анализа деятельности, например, конкретного отдельно взятого человека, Ильи Павловича Прокопьева. Поэтому здесь очень большая заслуга, как мы говорим, самой личности, конечно, самой и наглядно, которую демонстрирует. Но все-таки хочется сказать, конечно, вот согласиться с Иваном Ивановичем, получился все-таки больше такой, именно вот такой официальный, публичный сборник документов. Но все-таки хотелось бы привнесения таких вот каких-то личностных аспектов, потому что личный фонд все-таки предполагает и посмотреть на него, как он в семье, в быту, можно сказать. Мы его не видели. Вообще Он в 5 вставал, в 6 уходил. Семьи быта не было. Так что пришли к выводу государственный партийный деятель. Ну, это тоже такой аспект, поэтому очень приятно и хочется пожелать дальнейших вот этих успехов. И, конечно же, и не только в приобщении самого архивного фонда, но и его научной обработки, развития, доступности для всех исследователей, чтобы все могли прийти, познакомиться, интересоваться, развивать. То есть это все является частицей нашей с вами истории, и без нее невозможно дальше жить. Спасибо за внимание. Хотелось бы услышать мнение
наших коллег. Галина Васильевна, вы Хочу, конечно, поздравить наших коллег. На самом деле, на протяжении, конечно, совместной работы с многих лет, это вот первое издание такого, скажем, тем более связано, конечно, с такой биографией и деятельностью нашего, честно говоря, выдающегося руководителя. И я вот много говорилось именно о семье, о личности, поскольку личные документы личного происхождения дали бы право вам использовать, скажем, в этом сборнике. Ну, если он первый, значит, второй будет. Владимир Ильич, лично ждите, значит, тоже вам придется поработать. А что касается, на самом деле, вот Владимир Ильич говорит, мы его не видели. А я видела, я вот начинала, да, под его руководством, на самом деле, я в 1976 году в Яльчевском районе начала работать именно трудовую деятельность, почти начала начальником, не начальником тогда, завотделом по труду. Значит, мы направляли людей на строительство Чебоксарского тракторного, промышленных заводов промышленных тракторов, ГЭС и на другие, понятно, там и подрядные организации, субподрядные организации, их ведь очень много было. Еще к нам, нам нужно было найти и в других регионах. Вот такое задание нам давалось. И мы обеспечивали трудовыми ресурсами вот эти большие стройки. И в 6 часов утра, это в Яльчевский район нужно было приехать, за начальники отдела, мы уже готовы были, в 6 начиналось совещание. Это во сколько нужно было выехать. Я вот могу сказать, наверное, вы правильно говорите, подчеркиваете, что, наверное, когда он приезжал домой, вы спали, утром встали, его не было. Потому что, да, на самом деле очень большие дела делались. На самом деле это не только строительство этих заводов или ГЭС, это же еще социально-бытовая, да, конечно, и сельское хозяйство, все, конечно, это было. Поэтому я говорю, вот я очень рада, что вот он почти ровесник, если у меня вот отец 1927 года рождения, то 26 года рождения. И так получилось, вот 95 лет, и я 50 лет знаю, вот, и всегда Прокопьев, вот, хотя, конечно, уже с нами рядом его нет, но всегда мы пользуемся его трудами, и, конечно же, очень хорошие кадры готовили. Это вот советская партийная школа, она тем дорога была, что начинали готовить кадры с низов. Если сегодня, например, получили высшее образование и пошли руководить коллективом, конечно, не получается. Это ведь нужно было расти с низов, это комсомол, это колхозы, совхозы и так далее. Все это проходили. Ну и стройотряды. И ведь там они тоже бывали. Я помню, вот, например, даже пионерские лагеря или там трудовые лагеря, и то посещали, вот, приезжали, мы им показывали. И, честно говоря, на самом деле, чтобы вот так, чтобы сказать, чего-то там не получится или не получается, такого не было. И вот это вот наше поколение, наверное, Иван Иванович, да, вы, скажем, тоже затронули вот это личное качество, Илья Павлович Прокопьева, конечно, не только. Ну и вот это на самом деле дало, конечно, вот большие результаты. Но что касается тут уже содержания, мы совместно работали, какие-то наши высказывания тоже использованы. Мы очень рады, когда у наших коллег получается и именно в работе. Но научное направление, вот только вот они как бы начинают. Но
но очень много делают для нашей республики, для нашего народа, для наших людей. Именно они, ну, вся трудовая деятельность, вся заработная плата в их руках. Поэтому очень много справок исполняют, но нашли возможность заняться вот научной деятельностью. Я очень рада и очень рада тому, что вот такие фундаментальные труды получаются благодаря, конечно, совместному труду и даже направлению наших маститых ученых. Это на самом деле, я не побоюсь этого слова, потому что, ну потом я скажу о наших тоже немного сборниках документов. И именно вот Иван Иванович, Александр Алексеевич никогда не отказывается, Алексей Валентинович, и молодые, вот Касимов, ну в общем, мы как плацдарм, да, мы для них даем пищу, но взамен получаем помощь в этом направлении. Они нас направляют, подсказывают. И вот два наших сборника документов на российском уровне заняли первые места. Это вот путеводитель нашего архива и другие сборники. Благодаря, на самом деле, вот прям буквально Иван Иванович смотрит через лупу наши сборники. Благодаря этому, на самом деле, мы, учитывая вот эти все предложения, учимся, конечно, у них. Учимся, ну и, конечно, совместно вот издаем такие сборники. Спасибо вам большое. Добрый путь. Ну, я очень рада. Я не скрываю эту радость, поэтому решила все-таки в знак и благодарности, и дружбы, и поддержки. Вот это у нас такой к столетию нашей автономии Чувашской республики. Мы издали такую книгу-альбом «Истории Чувашского края в уникальных архивных документах». Тут уникальные документы. Вот мы, конечно, раз нам 100 лет, понятно, Чуваши не 100 лет, мы живем, конечно же, тут с 14 века, да, документы. Ну, я обращаюсь к Ивановичу, поскольку он рецензентом является. И вот, и этого же тоже вот, сборника населенные пункты, потому что без населенных пунктов наших людей нет. Так что вот я очень ну и, конечно же, мы шеститомник к 550-летию города Чебоксары выпустили. Но это в 6 томах, я не стала уж сюда сказать. Спасибо большое. Да, это вот настольная книга архивистов, не только. Вот. Спасибо большое. Вам большое спасибо за работу. Вот так держать. Если помощь нужна, пожалуйста, мы всегда рады помочь. Юрий Ильич, скажите несколько слов. Вы работали вместе с Юрием Павловичем? Я вот взяв в руки эту книгу, вернулся в 40-летнюю историю, 40-летней давности. Я в то время, 69 по 85 годы работал помощником Ильи Павловича. Это были годы моих университетов, школы жизни, и партийной, и человеческой, очень большую школу прошел. И вот в то же время я вернулся в свой рабочий кабинет, и маленький кабинет, где хранились документы. Илья Павлович очень много выступал в печати, в республиканских изданиях, газетах, журналах и из Москвы, из центральной печати тоже часто обращались
Илья Павлович никогда не отказывал, всегда готовил материалы и очень скрупулезно, тщательно, как всегда, со всеми документами, он очень внимательно работал. Для него не было ни маленьких документов, ни больших документов. Он ко всем документам относился очень добросовестно. Выступил на пленуме райкома, горкома какого-то. Он всегда эту речь готовил. Ну что бы мы, рядовые, так подумали, ну что такой опытный руководитель, ему все проблемы известны, задачи поставить. Нет, он всегда заранее, когда готовился к поездке на пленум того или иного партийного комитета, он всегда готовился. У него канва, суть выступления, она уже все определена. Он в ходе мероприятия корректировал это, озвучил. Перед тем, как оставить этот материал, он еще раз посмотрит, исправит. Вот такой щепетильный и ответственный, он проявлял такую ответственность в работе с документами. И вот подспудно я сейчас представил, этих документов очень много было. Просто абсолютно некогда было в процессе повседневной деятельности вот, систематизировать, анализировать. Ну, просто невозможно. Я еще вот сейчас подспудно вот представляю, вы еще думали, как с этими документами столько ценного материала. Вот, поэтому это все относилось к личному архиву, то, что находилось там. Я ушел, другому помощнику оставил эти документы. Потом, вот я истории не помню и не знаю, как справились и весь этот материал обработали и, видимо, передали в архив. И часть документов, наверное, но очень много было материалов. Это я не могу в численном виде назвать даже. Поэтому вот сегодня рассмотрение презентации этой книги я как частично причастный вот к этому великому человеку практической деятельности, будучи помощником первого секретаря, я почти каждый день общался с ним, и каждый день это была школа для любого, кто работал с ним и кто с ним работал. Поэтому, вот слушая вот ученых, автора, рецензента, мне бы хотелось просто от себя лично выразить благодарность, что так четко все это отработали, издали. И это, как Иван Иванович выразился, это выражение истории. Каждый документ, оно подкреплено вот фактами из истории, из жизни. Это в самом деле очень большой труд. Большое вам спасибо. Желать вам новых успехов в вашей научной деятельности. Спасибо коллективу архива за большую работу, за такой творческий подход. Новых вам успехов. Спасибо. Спасибо. Спасибо большое. Леонид Викторович, я знаю, что вы писали статью
про Илью Павловича. Спросил я его, Александр Петрович, что мне там надо было делать? Он не сказал. Да, вот так получилось, что на 90-летие как раз мы сделали с Ильей Павловичем довольно-таки большое интервью, да? Вот, и тогда помню, я еще первый раз был в этой квартире. Ирина Ильинична приехала посмотреть, как я там себя веду. Вот, но все было нормально, мы очень хорошо поговорили. Вот, и те, кто вот читал, сказали, что, в общем-то, получилось, так сказать, вот. Все-таки мне тоже было немножко можете маску спустить, а то плохо запишется. Страшновато, потому что нужен авторитет у Ильи Павловича, вот я по жизни помню, я в журналистике 49 лет, вот, был просто непререкаемый, его не просто уважали, его еще очень любили люди, потому что я со многими вот руководителями и промышленности, и строительства, у меня работа была такая, я экономикой занимался, и вот сейчас даже со многими встречаюсь, кто еще вот жив-здоров. Простите, пожалуйста. Вот, и как-то нужно было, материал не должен был быть слишком такой огромный, и в то же время как-то надо было показать и жизни Ильи Павловича, чем он жил, как он оценивает вот этот сложный этап, который произошел в истории нашего государства, когда состоялась вот эта вот перестройка. И я думаю, что вот мы нашли такие вот моменты, что удалось показать вот и прошлое, и там даже есть, я считаю, будущее в этом материале, потому что вообще с ним было очень интересно общаться. Вот, и вот так судьба распорядилась, что вот последний материал, который, значит, состоялся у нас с Ильей Павловичем, это тоже было в этой же квартире, мы встречались, тогда был юбилей газеты «Советская Чувашия», и вот он как активный читатель, так сказать, вот высказал свое мнение. И вот так удивительно, ну, уж простите, что я вот вспоминаю такой эпизод. Вот я сижу, вычитываю материал, и мне говорят, слушай, говорит, а Илья Павлович сегодня умер. Вот, так что вот последний материал, вот это в 18-м году было, да, и в феврале. Да? В 17-м, простите, в 17-м. Вот так вот получилось. Вот был я и на открытии мемориальной доски в доме на Ленинградской, когда открывалась. Так, ну и по жизни вот приходилось встречаться с Ильей Павловичем, ну, в каких-то вот ситуациях, когда он бывал на каких-то предприятиях, естественно, вот на промтракторе очень часто бывало. Это была на тот период одна из самых главных тем того периода, когда я еще работал на телевидении. И вот просто какая-то удивительная скромность, какая-то вот в человеке была. Просто вот Грета Лазаревна сказала вот здесь, что как будто вот Бог специально создал вот и Семена Матвеевича Ислюкова, и Илью Павловича вот для, ну я не знаю, вот, конечно, ну, мысль, я думаю, верная. Они были вот действительно люди, которым вот просто судьбой, ну, если хотите, Богом было предназначено вот творить вот такую историю, которая в нашем государстве была. И действительно вот через жизнь вот Ильи Павловича можно действительно вот говорить о том, как мы развивались, что у нас происходило, насколько у нас все в жизни получалось и насколько, может быть, где-то не получалось. Вот, вот я себе прекрасно представляю, как вот вы ложились, его еще не было спать, когда были детьми, и просыпались, когда уже отец уходил на работу. Ну, так работали, это была вот школа жизни, вот того периода, вот так они работали. Партийные, хозяйственные руководители. Вот, значит, тоже вот эпизод с промтрактором можно вспомнить. Вот
когда вот начались все эти вот моменты, появились новые руководители, к ним было не попасть. А вот для того, чтобы, в период Мингазова, вот, когда вот происходили там все эти события, когда завод строился, когда еще там, допустим, они в 7 утра все были на конвейере. Вот руководство предприятия и, наверное, и других предприятий, в принципе, ну, то же самое было и на агрегатном Олег Александрович, когда руководил предприятием, тоже очень часто бывал, знаком, вот, с семьей. Ну, в общем, короче говоря, я считаю, то, что вот вы сделали, это очень здорово. И я так понимаю, что это первый, да, такой опыт. Первый опыт. Вот у нас, думаю, что очень много достойных людей, и если вот такие вот вещи будут издаваться, это будет очень здорово, это делает вам честь, это делает честь всем нам, да, ведь? Всем жителям республики. Но я бы еще посоветовал, вот, так как все-таки я журналист, а не вот, дотошные исследователи, немножко художественности вот, добавить. Да, потому что вот это вот, ну я думаю, что это будет кому-то там, кто занимается научной работой, там, учится там сегодня, пишет какие-то диссертации, пишет там какие-то научные работы, это, конечно, полезно. Но так, чтобы это вот было еще для большего числа людей. Алексей Валентинович сказал, что тут надо добавить личностное что-то такое, да, там. Если я У что-то... вас, наверное, тоже личный фонд есть. У меня, вот, конечно, фотографии с Ильей Павловичем, где они там вот на партийных конференциях, там, у меня это есть, я, наверное, могу принести, с Андрианом Григорьевичем Николаевым, но это из архива, конечно, моего отца, не из моего личного. А ваш личный фонд? Вы бы с удовольствием взяли бы? Ну, телевизионный фонд, я же основную жизнь провел на телевидении, он в архивах телевидения хранится. Я не знаю, что там они сохранили, что они не сохранили. Ну, наверное, основные моменты. Но особенно по промтрактору я настолько много ездил по этим местам эксплуатации, местам производства, что такой знаменитый был сериал Т-330 «За и против», когда вот тракторная ругательная, у меня 7 серий было. Я не знаю, может, они сохранены. Ну и из отцовского архива. Отца, конечно, тоже давно нет, но можно посмотреть. Информация для размышления. Да, ну, мы с удовольствием примем. Секреты лазерные там что-то у меня есть, потому что я в горкоме комсомола работал после, когда она была первым. Хорошо? Телефончики обменяемся, да? Извините, если я тут что-то лишнего долго говорил. Ну и что касается вот, газеты, вот, допустим, Советской Чувашии, я знаю, что с нее начиналось каждое утро 1 сентября, правильно? Да. Вот, поэтому с Ильей Павловичем мы на эту тему говорили. Ну и когда вот я еще совсем еще начинающим работал на радио, я помню, как-то у меня была передача там по поводу дисциплины, называлось «Рабочее время в работе». Меня вызывает председатель, говорит, у тебя прошел репортаж, вот Прокопьев позвонил, сказал, что вот размножить, раздать на все заводские радио, чтобы прошел этот материал, все слышали, как надо. Вот, то есть, вот Илье Павловичу хватало и на это даже вот внимание, время. Ну, что ж, размножили, везде, вот, ну, заводские радио они практически везде были, так что везде, вот, с указанием 1 сентября. Это для меня честь была огромная тогда. Спасибо большое. Владимир Александрович, несколько слов скажите. Homo primitivus в этих делах. Мы не знали его лично, близко не общались, но знали результаты их труда. 1960-е годы взять, как учитель немецкого языка или заведующий кафедрой мест, знаю, революция произошла изучение иностранных языков. Каждую неделю 4 часа занятий. Никогда в жизни ни в одной стране
не было столько, наверное. И группы разделили на 2-3 группы, 12 человек, не больше. То есть огромное достижение. Вот мы с этим далее изучая иностранные языки, будем преподавать иностранные языки, видим насчет Венгрии тут. Очень много из Венгрии сделали для изучения чувашской истории. Ну, сейчас именно не буду говорить об этом. Если улица Эвельская, Егельская и так далее есть, это все результаты их труда. То есть международные связи были очень конкретные, очень главные. И могу сказать, даже изучая немецкий язык, мне говорите, Великая Октябрьская социалистическая республика, ставите на первом месте Октябрь. А немец говорит, große социалистическая Октябрь. На первом месте социалистическая. Революция дает о чем-то. Или сюда глядит, как не совсем я посторонний человек, если Светлана Сергеевна не было, наша преподаватель английского, доктора Бойко не было. Вот, студенты, которые сидят тут тоже. И почему тут ставите на первом месте сельхозинститут, а не пединститут? Вопрос возникает. Ну, наверное, особое отношение к сельскому хозяйству, наверное, по числу, по открытию, еще пединститут на первом, по числу работников тоже, но, понятное дело, республика сельскохозяйственная. Так что, ладно. Илья Павлович ведь и кандидатскую защитил по экономике сельского хозяйства. Конечно, сидит Яльчикский, Ариковский, там по уборке. И достатки там показывают. Яльчикский мы же закончили, Ариковский еще начали только потому, что он южный. А мы северный не можем одновременно начинать. Так, то есть такие очень интересные вещи. Книга исключит потом секретные документы, следим просто любознательно, очень. Спасибо большое. Спасибо, Владимир Александрович. Я хочу предоставить слово вам, Владимир Ильич. Да, в первую очередь, конечно, самая искренняя признательность и благодарность всему коллективу, вашим соратникам в этом деле, да, за ту большую работу, результатом которой явился этот сборник. Я с удовольствием ознакомилась. Вот, спасибо вам большое. Вот, и, наверное, несколько слов о Павле. Сложилось, что еще до его рождения по молитвам его матери Господь уже определил его судьбу. Это служение. И он действительно всю свою жизнь отдавался служению Родине, народу, и он был одарен действительно глубоким умом, широчайшим взглядом, то есть его, вот, вы сказали, в его зоне внимания было абсолютно все. Культура, литература, искусство, не говоря промышленность, сельское хозяйство. Это просто удивительно. И помимо вот этих вот деловых качеств, ему действительно были присущи честность, порядочность и человечность. И ни один человек, он всегда находил время каждому, кто обращался к нему. И мы часто вспоминаем, о нем разговариваем, и у нас никак не укладывается в голове. Как один человек мог совмещать все это. Все это. И уже даже будучи, после того, как он оставил работу, вот, он там ежедневно ходил на прогулки, вы знаете, дорога домой у него занимала просто... Мама его всегда... Он опаздывал к обеду, он опаздывал к ужину, потому что он не мог дойти до дома, потому что его постоянно останавливали.
Они останавливали, потому что просили у него совета. Кто-то благодарил его, а кто-то... Благодарили. Да, благодарили его, просили совета, там, в чем-то помочь. И вот он, да, говорит, я вот это. То есть вот его жизнь вот эта постоянно, она вот активная фаза продолжалась очень долго. Вот. И вот это мы, конечно, очень благодарны, что нам удалось родиться в этой семье замечательной, замечательные родители, которые папа всегда был ярчайшим примером вот этого высочайшего чувства долга, этой человечности, вот этого трудолюбия. И очень приятно, что вот этот сборник, он вышел вот завтра, исполняется 95 лет со дня рождения. Вот, и поэтому очень приятно, что время идет, но вот в сердцах и умах людей память о нем, она хранится. Это нам очень ценно и очень приятно. Поэтому искренне признательность, благодарность. Спасибо всем большое. Я немножко добавлю, да. Действительно приятно, что так хочется поблагодарить Госархив, Министерство культуры, как говорится, министерство и так далее, все, наверное, все же это участвовали в этом, правильно?